центре Якутска строят магазин. При этом начало было похоже на самозахват. Ночью возвели ограждение, выстроили забор. Утром жильцы обнаружили новую застройку. Появление строителей вызвало резкое недовольство жильцов. Буквально там с вечера на ночь глядя завезли материалы, а с утра уже в течение дня все построили. То есть в течение всего вчерашнего дня мы тут с жителями, с соседями пытались выяснить, что же это в конце концов строится. К сожалению, даже у нас управа Центрального округа сама не знала, что здесь начинается строиться, кто строится и что строит. Вот самое главное, что сегодня мы увидели вдруг неожиданно у какого-то древнего арендатора 2011 года, неожиданным образом оказали все разрешения на строительство, все согласования, разрешения на вырубку деревьев. Сейчас совместно с жителями подготовили дополнительное обращение в адрес исполняющего обязанности главы города, в адрес прокуратуры города с изложением этих фактов и с просьбой приостановить строительство на момент проверки законности выдачи этих документов, и провести в целом проверку на предмет законности строительства этого объекта в центре города. Как выяснилось, тут предполагается очередной двухэтажный магазин. Видимо, их тут нам не хватает. На собрании, где собрались жильцы окрестных домов и представители окружной администрации, звучали предложения о немедленном сносе ограждений. Но представители администрации города предоставили документы на строительство, и вроде бы все в порядке. Жильцы считают, что магазин строится на зеленой зоне. Кроме того, строительство будущей точки не предусматривает пути для проезда машин. Жильцов, кроме того, возмущает, что строители уничтожили деревья, которые посажены жителями микрорайона. За вырубку деревьев предприниматель заплатил всего 332 рубля. Постоянно езжу по этой дороге. Сегодня в обед спешил, и там уже образовалась мертвая зона, и я чуть не столкнулась впереди оттуда выходящей машины. Это вот первый инцидент, что этот забор не нужен. Как можно так додуматься человеку, да, чтобы здесь построить какой-то еще объект? И так в городе все понастроено всякими магазинами, их очень много. А тут сквер был хороший такой, красивый. Его сейчас срубят за 300 рублей, за каких-то маленькие. И за всем этим что стоит? Знаете что? Алчность. Обыкновенная человеческая алчность. Вопрос о необходимости проведения публичных слушаний представитель агентства земельных отношений отменил. При предоставлении земельного участка публичные слушания не проводятся. Они проводятся, когда оформляются градостроительные документы. При этом по генеральному плану столицы магазин в данном участке не предусмотрен. На это ответил главный архитектор города. Генеральный план – это стратегический документ. Все города должны развиваться на основании утвержденных стратегических документов. А просто так по каждому вопросу, если мы начнем вносить изменения в правила землепользования, то действительно такие стратегические документы, как генеральный план, они могут быть просто не реализованы. Я недаром подчеркнула, что у нас есть представление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, что в правила землепользования городов ни в коем случае не должны вноситься изменения в нарушение генеральных планов. На сегодня временно исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Дмитрий Садовников остановил строительство, хотя формально все законно. Решение исполняющего обязанности мэра Якутска поддержал председатель Якутской городской думы Александр Савинов. Сегодня именно задача местного самоуправления, местных властей – это вовлечь наших жителей в управление своим городом. То есть своими руками облагораживать, благоустроить. И когда есть такая мотивация, такой порыв, мы видим, что город преображается. Жильцы многоквартирных домов написали обращение в прокуратуру и в мэрию города Якутска с просьбой о запрете строительства. Сейчас прокуратура разбирается с законностью выдачи документов.